искусства, самый глубокий среди действующих в мире. Все это о карьере Удачной. По многим показателям он уникален. Достигнув своей предельной глубины 640 метров от поверхности земли, карьер навсегда войдет в историю алмазодобывающей промышленности страны. Продолжит тему Анна Потах. За время эксплуатации из карьера Удачной добыли и вывезли на гора около 350 миллионов тонн руды, содержащей алмазное сырье на общую сумму около 80 миллиардов долларов. Месторождение давало львиную долю всех алмазов Алроса, начиная с 1971 года, с момента его отработки. Однако открыли трубку намного раньше, в 1955-м. Удача улыбнулась геологу Владимиру Щукину. Был удачный полевой сезон. Причем трубку удачно она была открыта в один день. Буквально там, ну, даже не за один день, а за каких-то там, скажем, час-полтора часа была открыта трубка удачи. Поэтому ее назвали удачной. Удачная – самая большая трубка по объемам запасов среди коренных месторождений Якутии. Во многом это обусловлено наличием двух кимберлитовых тел, которые идут почти параллельно, соединяясь у поверхности. Здесь чаще всего встречаются кристаллы формы октаэдра от бесцветных до коричневых оттенков, лимонного и бутылочного цветов. Завершение открытых горных работ на трубке Удачной – это историческое событие. 48 лет здесь добывали алмазы. Теперь в память всех тех, кто так или иначе был причастен к шедевру горного искусства, установили памятную стелу. Карьер Удачный внес огромный вклад в развитие Алроса. С его закрытием завершается определенный этап в истории компании, сказал президент Андрей Жарков. Для компании, в первую очередь, это не является печальным фактором. Почему? Потому что месторождение продолжает жить. Я напомню, что в прошлом году, прошлым летом был запущен первый пусковой комплекс подземного рудника. Сейчас рудник продолжает строиться, и по мере строительства будет выходить на проектную мощность. Разведанные запасы алмазной руды в Удачном составляют более 150 миллионов тонн. Работы хватит примерно на полвека. Кроме того, карьер Зорница в следующем году выйдет на проектную мощность и увеличит добычу сырья в 3 раза. С 2018 года планируется вовлечь в отработку Верхнемунское месторождение. Таким образом, Удачнинский горно-обогатительный комбинат остается одним из ключевых производственных подразделений Алроса.